Вы скажете, да, когда вы начнете писать? Да, я просто начну с вами на ходу, и все. Не, перед этим же превьюшка же есть. Ну все уже, все идет. Все идет уже превью, идет, да? Там, когда надо говорить, то что вот, типа, вот, как круто меня позвали на этот максимальный эффект, там все дела. Давно этого ждал. Не, круто, спасибо, ребят, очень классно. Я вот прям в предвкушении этого интересного интервью. Ладно, поехали. Всем на ходу. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях предприниматель, блогер. Это один из создателей одного из популярнейших инстаграм-пабликов Бурятии, Юрий Доржаев. Паблик называется Бурятия Бьюти. Юра Сэмбена. Юра, вы, получается, качаете паблик Бурятия Бьюти, потом у вас видеопроект и кафешку вы качаете. Да, так и есть. Все вам принадлежит? Все нам принадлежит. Хорошо, давай немного за Бурятия Бьюти пообщаемся. Популярный у вас паблик вообще считается, Юр? Инстаграм-паблик считается Бурятия Бьюти, инстаграм-паблик самым популярным в Бурятии. Да. Реально, там подписчиков больше всего. Больше всего. Есть паблик, который считается, ну как бы по цифрам там больше подписчиков. Больше. Но по факту то, что реальных подписчиков на Бурятии Бьюти. А чем там отличается реальные от нереальных подписчиков? Реальные подписчики, ну то есть это обратная связь, отзывы. Комментарии, как лайки. Вы узнаете, что у них это просто посмотреть, заходите на паблик, допустим, того, не буду называть. Скажи, интересно, что за паблик, о каком паблике идет речь? Уньюз. Уньюз. Да, я считаю, то, что как бы там ребята очень большие молодцы, которые раскручивают этот паблик. Очень интересный паблик, но реальных подписчиков на Бурятии Бьюти больше. Чем у них, да. Чем у них, да. У них какие цифры? Я так, честно говоря, не скажу. А по своей помнишь сейчас цифры? 37, наверное. 37, те же вы, получается. Кроме Уньюз, кто-то может еще с вами сравниться? Я считаю, что нет, по-моему. Хотя бы подходит кто-то близко? Не прослеживал, честно говоря. Хорошо. Вы сами эту идею родили насчет Бурятия Бьюти или были какие-то аналоги, там, не знаю, Татар Бьюти, Якут Бьюти, там, Болгар Бьюти? Были аналоги. Вы с какого брали? На что ориентировались? Честно говоря, я даже сейчас не вспомню, потому что паблик, он зародился почти 4 года назад, 3,5 года назад. Вот это Бурятия Бьюти. Ну, до этого были какие-то темы похожие? По России, да. Были. Вы когда number one стали, ваш паблик, когда на первое место в Бурятии вышел? Около 1,5-2 лет назад. 1,5-2 лет. Какие цифры позволили выйти? Там около 20 тысяч было подписчиков, чуть больше 20 тысяч. Тогда вы вырвались вперед? Да. Сейчас 37 получается? Сейчас уже 37. Динамика постоянно сохраняется одинаковая? Сейчас он растет так же, как 2 года назад, или уже замедлился темп? Растет количество подписчиков, да. Ну смотри, допустим, к 1 января 2018 года сколько прогнозируешь? К 2018 году? 1 января 2018 года? Ну, примерно. Плюс-минус там 3-4 тысячи, 5. 40-45, наверное. 40-45 будет. Хорошо. Но туда кто подписывается? У нас же как бы население Бурятии ограничено. Вы за счет чего хотите прирост добиться? За счет того, что больше людей будут смартфонами пользоваться? На самом деле, много людей еще не подписаны на этот паблик. Куча еще. Как бы в Бурятии живет около... Ну, сколько человек в Бурятии живет? Ну, 1 миллион почти живет. Ну вот, а сколько подписано? грубо говоря, 37 тысяч. Есть еще откуда качать народ? Есть откуда качать. Отлично. Деньги вообще приносит этот паблик какой-то? Я Бурятия Бьюти имею в виду. Не с целью, не с коммерческой целью был создан паблик. Так, но тем не менее, деньги приносят или нет? Ну, относительно небольшие, да. Небольшие. Можно о цифрах говорить, Юра? Давай так скажу, что Давай. Реклама в Инстаграме стоит 1000 рублей. За пост? Сколько вы таких постов в неделю собираете? По-разному бывает. Потому что я вот сейчас, честно говоря, за рекламу на Бурятия Бьюти я тебе не смогу дать конкретную точную информацию, потому что это, грубо говоря, не мои полномочия. Хорошо. Не мои обязанности. Ну, там в месяц счет идет на десятки тысяч? Или на тысячи? Ну, скорее на десятки. На десятки тысяч идет. А затраты какие-то есть, чтобы такой паблик задержать? Затраты? Ну, работают сотрудники. То есть сколько людей работает? Ну, вообще у нас команда 5 человек. На Бурятия Бьюти сидит? Ага. Ну и как бы идет. Там как каждая зарплата какую-то фиксированную ставку получает? Есть человек, который получает фиксированную зарплату. Сколько примерно платить ему? Вот об этом тоже я не смогу сказать. Хорошо. Бурятия Бьюти, это получается, типа, с английского бурятская красота, типа. Ну да. Хорошо. Но красота ведь свойственна не только девчонкам, но и парням. Почему у вас одни девчонки? Почему парней красивых нету? Потому что Бурятия Бьюти, как мы сами парни, мы не сможем оценивать парней, так как это делают девушки. Да, но вы могли бы себе девчонку в команду взять, и она бы парней выпустила бы. Не было такого? Не совсем интересно. Вам не интересно это? Именно нам не интересно. Хорошо. Девчонки вам сами фотки шлют, вот которых вы тут размещаете, или вы сами их находите? Честно, опять же, по-разному. Бывает оба варианта? Оба варианта, да, возможно. Какой более популярный? Мы сами лично девчонку выбираем, выкладываем. Ясно. Пишем ей в директ, то, что вот мы хотим разместить, напиши свою информацию. Если вы заметили, то, что там идет краткая информация о... Да, я такая-то, да. оттуда-то. Ты тоже непосредственное участие, получается, выбираешь, тоже пишешь девчонкам? Бывает. Кто отбирает девчонок, кто выбирает, давай вот эту девчонку сегодня?
В основном выбирают, конечно же, Что ты тяжело администратор. отдыхаешь? А? Тяжело Потому что-то что мне вздыхаешь. тяжело отвечать на вопросы по Инстаграму, потому что у меня сейчас именно мои полномочия и обязанности и фокусируюсь я в основном на YouTube-канале. Хорошо, хорошо. По Инстаграм Ну, ты всё равно в проекту- теме. Мы же Да. Отлично, отлично. Продолжай, пожалуйста. Кто выбирает девчонок? У нас есть ребята, которые этим занимаются. Ясно. Это Ну, самому тебе доводилось выбирать? доводилось. Один кто-то решение принимает или коллектив вместе? В основном один человек. Один человек. Потому что это очень такой муторный процесс. По каким параметрам? Как можно понять, что вот эту девчонку, ага, мы ее берем сегодня к себе в паблик? Ну, красивая девушка, симпатичная, приятная. Субъективно все там считается. Да. Каких-то объективных параметров нет? Объективных нет. Хорошо. Можешь топ-3 самых крутых публикаций, на твой взгляд, называть, которые были? Даже нет, давай сначала не на твой взгляд, а которые больше всего лайков принесли. Больше всего лайков. Ну, наверняка это Мы больше же всего можем лайков. считать, извини, что перебиваю, мы можем лайки считать за успех. То есть, Естественно, окей, конечно, То есть это прямая зависимость. Окей, тогда топ-3 публикации это... Есть фотографии Вики Дашиевой, по-моему, она съездила, когда «Красу России», ее выкладывали, там очень много лайков собрала Еще? фотография. Одна есть. В основном, кстати, у Вики набирают больше всего. Реально? То есть Да. Вика у вас чемпион по вашему... Она чемпион Бурятии по Бьюти? лайкам, да. Реально. Что за соль? Она какая-то, у нее офигенная красота или в чем тут фишка? Вика девушка очень популярная, у нее За счет чего? подписчиков... За счет чего? Мгм. Ну, за счет ее наверняка какой-то харизмы. Мгм. Она участвовала в различных конкурсах красоты, она достигала определенных результатов, не будем тут скрывать. Ясно. Ну, конечно, не И будем. потом он просто, я не знаю, может у нее много знакомых, я, честно говоря, Окей. в этом плане. Тебя самого лично прельщает ее красота? Я считаю ее красивой девушкой. Красивой да. девушкой. А на твой взгляд, по твоему рейтингу топ-3 какие самые Самый крутые красивый. публикации, да? Вот честно говоря, я так по публикациям не смотрю, там видели сколько фотографий, там очень много нужно делать, такой большой анализ. Этим не я занимаюсь, поэтому я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Хорошо, хорошо. Но ты считаешь всегда объективно соотношение лайков с эффектностью девушки? Или бывает, но не совсем справедливо? Может быть, кто-то получает меньше, чем нужно, а кто-то больше, чем нужно? Но для меня самая красивая девушка это моя девушка. поэтому- Хорошо. Тебе тогда получается плевать на все остальное. Ну, по сути, да. Ясно. Вообще можно проследить, какие девушки больше лайков приносят, а какие меньше? Еще раз вопрос. Можно проследить, какие девушки приносят больше лайков, а какие меньше? Провести анализ, то есть, да? Типа того. Типа того. Естественно, конечно, Как? можно. Это уже Скажи- делалось. Скажи, пожалуйста, какие девчонки более собирают народ? Бурятки. Бурятки. Почему? Ну, красивые бурятки в Бурятии, соответственно. Хорошо. Из буряток какие бурятки можно более детально разобрать? То есть по параметрам, да? Как Ну, типа по того, параметрам типа того. красоты. Буряток же много, и они всякие разные. Я могу только сказать свои личные, как бы, предпочтения. Без проблем, Юра. Ну, красивые глаза, безусловно, это очень много Так, значит. так. Потом не совсем как бы худая должна быть. Не совсем такая. худая должна быть. Ну, то есть бывает реально девушки очень худые, нереально худые, а бывают такие как бы в теле. В теле лучше больше используется. Мне нравится больше худенькие. теле. У меня девушка самая худенькая. Худенькая, потому что- мгм. И у нее красивые глаза. Но лайков больше набирают девушки такие, которые они Полненькие. не полненькие, А нет, какие? они должны быть именно такие идеальных параметров, грубо говоря, не совсем худые и не совсем Не толстые. совсем толстые. Хорошо, хорошо. Но можно вот заранее предугадать, ага, вот сегодня мы вот эту девчонку заливаем, тут точно будет дофига лайков. Или тут нельзя прогноз застроить? Ну, смотря, наверное, если мы вкладываем Вику Дашиеву, я бы не сказал, что она совсем прямо худая. Она ее совершенно Толстой не тоже толстая. не назовешь. Вообще не назовешь. Она Немного соберет в теле. много лайков. Много лайков собирают. Потом Сарюну Бажнимаева тоже. Стабильно лайки приносят. Да, конечно. Но они популярные девчонки, они реально популярны. У них видели, сколько подписчиков в Инстаграме? Это же просто Сарина жесть. что-то в районе 20-ки, кажется. И Вики я у не Вики, знаю. у Вики тоже, у Вики Хорошо. чуть больше даже. Хорошо, хорошо. Ты всех девчонок помнишь, какие там, ну не всех, но большинство помнишь, какие у вас там в паблике фигурировали? Нет, Не помнишь? Тебе самому какая больше всего вкатывает из всех, что были? моя? Она была твоя девчонка в паблике? Нет. Не была? А почему? Почему, Юра? Почему не было Ну моей да, девушки? просто ты говоришь, что она как раз подходит твоим параметрам, но в то же время какой-то парадокс, что в твоем паблике ее так и не оказалось. Паблик Бурятия Бьюти, он, ну, если быть на часы по-пацански, он для парней. Для Чтобы парней. как бы им проще было выйти на девушку, допустим, он увидит ее Я в хочу Инстаграме, эту да, девчонку он зайдет к познакомиться. ней на профиль, напишет ей в директ, вот, привет, ты мне понравился, и так далее. Ну, для парней это все делается, грубо говоря. Реально, ты считаешь, что это сейчас для парней все это? Ну, Или вы задумывали так? одно из, это и для парней как бы.
А моя девушка, как бы она моя, я И просто ты не хотел бы делиться своей девушкой с другими? Я собственник по жизни. Понятно, отлично. Ты говоришь, что для парней, но по сути же в Инстаграм это больше как бы девичье приложение, нет? Я бы не сказал. Нет? Ты думаешь, парней не меньше юзает Инстаграм, чем девчонки? Не меньше. Парни не Ну, да, меньше конечно, юзают девушки Инстаграм, больше. Больше, да, Ну, юзают? количество девушек больше пользуются Инстаграм приложением. Но парней, тем не менее, тоже парни не отстают. Не отстают. Но по вашему паблику можно сказать, что парней там однозначно больше его юзают, чем девчонки? Нет, девушек Девчонки больше? Да. Тогда, получается, твоя вот эта вот система насчет того, что парни там себе девчонок выбирают, не совсем работает. Я считаю, что вообще, в принципе, парней больше, чем девчонок в Бурятии проживает, которые пользуются Инстаграмом. Реально? Вот Да. как. Хорошо. Юр, ты вообще в Инстаграме как сам разбираешься? Ну, в целом, да. Много времени там ежедневно проводишь? Ну да, Опять много. что-то тяжело опять. Много. Я просто начинаю вспоминать свой день. На что обычно тратишь? Где там в Инстаграме пропадаешь именно? Э, Какие паблики, аккаунты? Паблики, аккаунты, в основном юмористические. Я люблю вот зайти, какой-нибудь смешной профиль, посидеть, поржать, грубо говоря. Отлично. Свой Смешно? профиль стараюсь. Получается, удается Ну, бывает. Хорошо. Свой профиль стараюсь как-то поддерживать. качать? Да. Не считаешь, что пустая трата времени это Инстаграм? Нет, абсолютно Вот нет. некоторые говорят, что это ярмарка тщеславия. Что думаешь насчет этого? Кто как воспринимает это? Мы воспринимаем это больше как... Ладно, объясню просто. Давай. Для чего я раскручиваю свой аккаунт в Инстаграме? Бурятия Бьюти. Нет, свой Свой личный. личный. Так, для чего? Э, Раскручен он у тебя, кстати? Ну, 3000 подписчиков. Это не очень много, да? Ну, для парня я считаю, что это, в Нормально? принципе, нормально. Хорошо, да. хорошо. В Бурятии. В Бурятии. Так, продолжи. Хотя вот уже день моего 11 тысяч или что-то около Хорошо, этого. отлично. Я раскручиваю свой аккаунт в Инстаграме, потому что у меня есть достаточно проектов, через которые я бы хотел, через аккаунт свой я хотел бы их раскрутить. Ясно. У меня есть Бисквит кафе, еще открылся гастропаб «Белый кролик» и также новые выпуски. Крутяк. Я выкладываю пост, что вышел новый выпуск, ребята, все смотрите. Хорошо, хорошо. Ну вообще, толк есть какой-то от вашего паблика, вот если к Бурятия Бьюти вернуться? Или там просто чисто на красивых девчонок позариться? А ты сам сидишь на паблике «Бурятия Бьюти»? Нет, не сижу, не подписан. Толк есть. Какой? Возможно, кто-то уже, может быть, я не знаю точно, но кто-то вдруг через наш паблик нашел свою вторую половинку. Ну, справедливо будет сказать, что паблик в основном нацелен на то, чтобы как бы пестовать сексуальные позывы среди мужчин. Или, допустим, зависть среди девчонок. Я думаю, и то как бы присутствует. Имеет место быть. Ясно, Присутствует. ясно. Сейчас вообще топ-3 самые крутые какие девчонки аккаунты в Инстаграме? Как я уже говорил, на Вика первом и месте Салюна? Вика. По подписчикам первое место занимает, по-моему, Даша Блохина. Даша Блохина, потом? Да. Потом Вика идет, Потом? Сарюна. Салюна. А среди парней? Среди парней, по-моему, у Ренчины Шестерина очень много подписчиков. Какие цифры примерно? У него около 12. Мгм. У Дениса Гармаева, знаю, тоже много подписчиков. Денис Викторович. Тоже в районе 12. 11 с чем-то Окей. тысяч. Ну и Паша Хажеев, наверное. Это кто? Паша Хажеев — это вайнер. Ты Хорошо. вайны смотришь? Нет, нет. Я нет. тоже не смотрю вайны, просто я с Пашей знаком. У него Хорошо. около 8 тысяч подписчиков. Хорошо. Смотри, Юр, вы вообще паблик в расчете на кафешку делали? Или когда вы паблик делали, про кафешку вообще речи не было? Я про Бисквитс говорю. Бисквит задумывался 1,5 года назад, получается. Мгм. Эта идея пришла в голову открыть паблику 3 года, ну то есть, соответственно, Мысли не было мысли про не было. Бисквитс. Просто потом это успешно мы Туда интегрировали. интегрировали. Я понял. Ну, вообще, какая мотивация была, когда вы этот паблик замутили? Просто там, не знаю, самомнение покачать или что? Я не стоял у истоков этого Не стоял, паблика. ничего сказать не можешь, поэтому. Хорошо. Но сейчас это больше самовыражение или бизнес, или что это? Бисквит? Нет, паблик. Паблик — это хорошая рекламная площадка. Хорошая рекламная площадка. Понятно. Деньги, которые вы зарабатываете за счет рекламы, они свободны от налогообложения или приходится делиться с государством? А если этот вопрос можно будет как-то от него... Вырезать нельзя, но ты можешь от него отказаться отвечать. Давай я от него откажусь. Хорошо, хорошо. А между собой, как делите? Ты сказал, что 5 человек там, да? По-братски или у кого-то больше, у кого-то меньше? Мы все пацаны, мы все делим, все по-честному, по-братски, В равных долях? конечно. Хорошо, хорошо, хорошо. А если бы девчонки были бы тоже? А тоже там, были кстати, бы? есть одна девушка. В нашей команде есть девушка, которая Хорошо. именно занимается непосредственно инстаграм-пабликом. Я понял, я понял. Получается, кафешкой владеют те же самые люди, что и пабликом? Нет, Разные люди? это разные люди. Вообще никак не пересекаются или кто-то там фигурирует и в том списке? Фигурируют. Фигурирует. Это ты. Это, непосредственно я. То есть я сейчас перечисляю директоров, соучредителей Бисквитс кафе. Окей. Это я, Мгм. Доржаев Сан Юрьевич, мой отец. Твой папа. Да. Ты, получается, на его деньги все это сделал?
Он как бы мне дал деньги, грубо говоря, но это я ему много денег возвращаю. Достаточно, очень. Счет идет на сотни тысяч, на миллионы? Счет идет на много денег. Больше, чем десятки миллионов. Это коммерческая тайна. Это без проблем, без проблем. Я просто хочу порядок цифр узнать хотя бы. Получается, давай вернемся к вопросу о соучредителях. Я Дорожаев Саид Юрьевич, просто я хочу закончить. Хорошо. Я человек, который как бы начинал паблик делать. Которого ты решил не светить сегодня. Которого, да, я решил не светить. Хорошо. Сколько уже папе отдал денег из того, что занимал? Половину? Нет. Когда сможешь полностью расквитаться с этим долгом? Чем раньше, тем лучше. Ясно, ясно. Прибыльное вообще предприятие у вас там? Мясоруб же, кстати, отдельная тема. Вообще Мясоруб это да, к вам вообще никого, просто соседи ваши. Просто соседи. Хорошо. Насчет прибыльности. Прибыльное предприятие Бисквит. Прибыльное, да? Да. Вы там, получается, на Сухобатора аренда дорогая, Юра? Это центр города, естественно, аренда очень дорогая. Ну сколько примерно может стоить там аренда? Ну, больше, чем 1000 рублей за квадрат. Больше, чем 1000 рублей за квадрат. А у вас сколько квадратов? 120. Я понимаю, я понимаю. Сколько примерно денег должны оставлять люди ежедневно в вашей кафешке, чтобы на плаву все оставалось, чтобы в минус не уходило? Мы говорим сейчас о выручке, да? Да, да. Выручка, ну... А чистый? А чистый? Нет, вообще, о всех деньгах, что приходит. Не о прибыли, не о прибыли. Давай отталкиваться от среднего чека. Средний чек в нашем сейчас заведении около 800-900 рублей на человека. На человека. Сколько таких чеков надо оставить в день, чтобы ваше предприятие какой-то коммерческий смысл имело? Ну, в день у нас человек 50-60 кушает. Ну, то есть даже больше, потому что у нас есть бизнес-ланч, который идет с 12, с 11:30 даже. Я понял. До 4. Там у нас идет чек с 270 рублей на человека. Достаточно вот этих вот цифр, чтобы ваше предприятие дальше развивалось? Ну, такой публики достаточно? Нет. И надо больше, чтобы нужно больше. Сколько надо, чтобы приходило в день? Так даже не скажу. Ну, чем больше, тем лучше, опять же. Хорошо. Мы это, то есть, Бисквитс кафе это определенно достиг сейчас уровня хорошего, я считаю, достаточно, если сравнивать по общепитам, вообще по городу. Вы там на кого ориентируетесь? Кто туда ходит? Там молодежь, мажоры, там Когда мы открывались, мы делали больше ставку как бы на молодежь, потому что Бурятия Бьюти это молодежный паблик. Мажорная молодежь? Ну, конечно же, на, как бы, на их тоже. И на обычных парней, как бы. На обычных тоже парней? На обычных парней, девушек. Но как бы потом в процессе работы мы поняли то, что не туда как бы идем. Не туда идем, другую аудиторию надо. Молодежь, она менее платежеспособна, чем более такая. И начали более взрослую публику тянуть. И мы поменяли меню, у нас цены выросли, немного, но выросли. Я понял. Соответственно, аудитория у нас начинает уже повзрослела. У нас как бы Бисквит 21 плюс вечером. 21 плюс вечером? Да. Хорошо. По закону. Окей, окей. Давай немного про видеопроект поговорим. Расскажи, где ты родилась, откуда ты родом? Я родилась в Улан-Удэ, а так у меня папа с Бичеры, мама с Акинска. Вы его тоже, получается, делаете чисто в поддержку Бурятия Бьюти? Или какой-то он самостоятельный смысл имеет? Я сейчас, это по сути все единое древо. Все это одна тема. Это, и вообще и Бисквитс, и Бурятия Бьюти? Нет, Бурятия Бьюти, Инстаграм проект и YouTube проект. Это единое древо, просто YouTube проект это такое разветвление. Я понял, я понял. Я считаю, что YouTube проект он уже становится как самостоятельным. То есть, грубо говоря, если условно Бурятия, мы не назовем его не Бурятия Бьюти проект, как-то по-другому назвали бы. То он бы не так стрельнул, но он был бы уже таким сам по себе независимым проектом. Но Бурятия Бьюти это дало огромнейший толчок, что у нас такая сейчас, сразу пошла какая-то популярность. Парней вы туда не зовете по тем же самым причинам, по каким их нету в самом паблике? Интервью мы берем у девушек. Да, как мы начинали. Вначале это было юмористическое интервью с девушками. Мы хотели, грубо говоря, их простебать. Ну, не то, что простебать. Я понял, о чем ты говоришь. Да. Теперь мы решили, да, это такое идет интересное интервью, неформальное. Удалось перейти эту границу? Спокойно вообще. Отлично, отлично. И тем не менее мы также берем интервью у мужчин, у парней. У красивых или без разницы? У успешных. У успешных. Недавно вот. В смысле богатых? Или это для тебя разные понятия успеха и богатства? Ну, они пересекаются очень часто. часто. Жестко пересекаются или не очень? Ну, в целом это такой один из показателей успешности. Хорошо, богатство. Отлично. Продолжай, пожалуйста. Брали интервью у Иринча Эдуардовича Матханова. Я считаю, очень успешный человек. Так. Как бы, ну, если идет речь о том, что мы не берем только у девушек интервью сейчас. Хорошо. У нас идет влог.
Девчонок как выбираете? У вас же там, не знаю, 1000 девчонок в этом паблике. Как выбираете те, кто вам достоин в видеопроекте оказаться? А как вы выбираете гостей? Ну, это уже совсем другая тема. По интересности. Ну, мы выбираем, ну, если уж ты меня спрашиваешь, чтобы они могли хорошо сказать, чтобы у них было что сказать и так далее. То же самое. Типа того. Хорошо, отлично. Самый удачный выпуск какой из тех, что сняли, на твой взгляд? Так, есть такой, подожди. Какой? Выпуск... Я чисто про интервью говорю. Чисто про интервью? Да. Я сразу отсекаю выпуски, где я был один. Как потому хочешь. Что, сразу перейду к выпуску. Наверное, это все-таки с Руфиной Дугаровной. С Руфиной. Очень интересное интервью, Хорошо. на самом деле. Она очень интересная. Самый провальный, самый неудачный, на твой взгляд? Самое провальное. Походу получилось. Но мне, лично говоря, очень нравится интервью Жени Шагдаровой. Мне нравится. Да, как оно получилось. Я не говорю, Женя протупила, ты облажался. В чем дело? Может, я не сказал бы, что Женя протупила. Женя, она опоздала на интервью. Опоздала? Очень сильно опоздала. И было времени на съемку очень мало. Как многие знают, мы снимаем в Бисквит-кафе, и мы снимаем до открытия. Я понимаю. Женя очень сильно опоздала. И из-за этого, может быть, испортилось все интервью. Да, ну плюс еще там был Баин. Я понимаю, хорошо. Буквально еще пару вопросов, Юра. Вика Дашиева или Даша Блохина? Вика Дашиева. Девушки или деньги? Деньги. Фейсбук или Контакт? Контакт. Почему? Ну, я просто больше пользуюсь. По сути, Facebook он круче. Я пользуюсь Контактом. Хорошо. Контакт или Инстаграм? Инстаграм. Почему? Инстаграм больше пользуюсь больше, чем ВКонтакте. Ясно. У тебя видеопроект, паблик и кафешка. Что из трех выбираешь? Кафе, безусловно. Кайфа больше приносит? Больше намного. Почему? Потому что, ну, это может у меня в крови, у меня отец ресторатор. Ясно. И тебе самому нравится всеми этими делами заниматься? Я с детства как бы, не то что прям с детства, Так. такой более осознанный возраст, где-то 14 лет, я уже наблюдаю за этими всеми процессами, сам работал, 14 лет работал поваром, ну, подрабатывал на кухне. Я тебя понял. Официантом. Неплохо, отдельно готовишь? Готовлю не очень. Ну, понятно. Хорошо. Ну что ж, спасибо, Юра, что принял участие в нашем проекте. Вам спасибо Лето. большое.